Здравствуйте, мои дорогие! Продолжаем шить совушку в реальном времени. Посмотрим, насколько это затянется. Постараюсь, по 45 минут видео записывать. Посмотрим. По идее, если так вот сесть и шить, то это, наверное, будет быстрее. Но, опять же, мы никуда не торопимся. Делаем все в удовольствие, наслаждаемся. Продолжаем шить, продолжаем обшивать шестиугольнички, чтобы получить нам заготовочки для совы. Косметичка сова. Картинки у меня нет, но если очень интересно вам, и вы впервые вдруг забрели на канал, то на YouTube-канале Хоопонопоно с Натальей Жалеечко есть ранние видео. Там эта сова мелькала в кадре. Потом ее благополучно отдала я на благотворительную ярмарку. Возможно, у нее появилась какая-то другая хозяюшка. Не знаю ее дальнейшей судьбы, но вот вспомнилась она нам, эта сова, и мы ее сейчас повторим. Дело, конечно же, не в косметичке, не в нужде, что она крайне нужна, эта косметичка, а в том, что это ручная работа, это разговор с собой, это открытие еще одного своего таланта, например, о котором вы, возможно, не догадывались. То есть просто это такая игра на интерес. Встреча со своим внутренним ребенком, которому хочется уже чем-нибудь поразвлечься, не только решать злободневные задачи и ждать, пока мама освободится. Вот мы нашли для себя время. 45 минут, не так уж это и много. Академический час. Будем шить. Пока шьем, не так уж и просто говорить и шить одновременно, но какую-нибудь тему мы сейчас разовьем. И там в комментарии, в Ютубе и в личных сообщениях, в разговорах всегда в первую очередь начинается наш разговор с того, что проблема возникает там, где начинается осуждение. То есть осуждение, что на чей-то взгляд, откуда вообще проблемы-то берутся? Проблемы берутся от того, что мы думаем, что что-то должно быть иначе. Что бы то ни было. Вот кто-то умеет, например, лучше шить, чем я. И он думает, что это должно быть иначе. Кто-то живет лучше, чем кто-то там другой. И он думает, что он лучше, чем этот кто-то, а тот другой, который не умеет так хорошо жить, значит, он какой-то неудачник, и так далее. То есть везде любая проблема начинается с разделения. Хоопонопоно – это как раз тот метод, который помогает нам объединяться. Осознать, что все есть как есть, что ничего я изменить не могу, что я могу только принимать все как есть и осознавать, что у каждого свой путь. То есть мы вроде все очень разные, но тем не менее мы все одно божественное творение, один большой организм. Поэтому мы все взаимосвязаны, созависимы. Поэтому ваше настроение часто зависит от поведения близких ваших. Допустим, муж выпил, все, у тебя настроения нет. Хотя какая разница? Это же его дело. Но ты созависим от его настроения, от его действий, от всего, да? Точно так же мы созависим от, например, родительских программ. То есть они нам показывают, как жить. Они распаковывают эти программы. И точно так же мы созависимы и от программ, которых, мы когда говорим, к Богу идем, да, что-то открывается другое. Это же тоже Бог нами управляет. Мы тоже от Него зависим. От того, насколько Он открылся мне, насколько Он показался, каким образом я это понимаю. Это тоже я же завишу от Него. Это же от той программы, которая во мне заложена.
И вот когда ты понимаешь, что ты, ну, не просто ты вот как личность, да, а гораздо что-то большее, чем просто личность. И каждый человек, чем бы он ни занимался, каким бы он ни был, какой бы образ жизни он ни вел, он точно такой же божественный человек, такая же божественная личность. Точно так же его сотворяли, точно так же ему программы распаковывали, точно так же эта душа старается, показывает тебе, что можно жить и так, что можно жить не так, как в тебе программа заложена, не только так, как ты себе это представляешь, а можно жить иначе. И вот этот вот мир, который вокруг нас, он нам как раз-таки и показывает, что мы все очень разные, но мы все звенья одной цепи. И мы все очень даже созависимые люди. Как вот эффект бабочки, да? Бабочка спорхнула, а на другом конце земли землетрясение. Потому что это все вот один единый организм. К чему я это все веду? К тому, что осуждение, как первый признак того, что вы находитесь в двумерном мире, и мир ваш делится на хорошо и плохо, это значит, что Бог очень далек. Это значит, что вы находитесь в мире героя-жертвы. То есть, если я хорошо себя веду по правилам, значит, я герой. Если тут приходится мне нарушать правила, то я жертва. Это ни хорошо, ни плохо. Просто, ну, вот такой этап, такой класс. Но и этот класс заканчивается, этот этап заканчивается, и Бог все равно подводит к себе. И чтобы подойти поближе к Богу, нужно все эти свои субличности и все картинки, которые тебе не нравятся, их объединить. Таким образом, в нашу жизнь входят те люди, которые нас очень-очень сильно раздражают. Это как раз-таки те учителя, те души, которые помогают нам объединить себя у себя внутри. То есть вот я делила на хорошо и плохо, приходит человек и показывает мне, что так тоже можно делать. И это хорошо для него. Плохо для меня, но хорошо для него. Но если это хорошо для него, то может быть это может быть хорошо и для меня, или хотя бы нейтрально. Ну, то есть я понимаю, что так можно делать. Это не обязательно, что я буду повторять за ним. Но он мне показывает, что так тоже можно, что ничего в этом особенного нет. И при случае, возможно, даже вот, не намеренно, ты можешь сделать так же, как и он. Поэтому вот и говорится, что не суди, да не судим будешь. Ты не знаешь, как развернется жизнь и что там будет с тобой происходить. И как именно ты повторишь то, что тебе очень сильно не нравилось. И, по жизни, в принципе, так и происходит. Как только мы говорим: ой, как так можно? Разве так можно? Это же неприлично, это же вот так, а это же вот так. Тут же тебе прилетает такая ситуация, где ты обязательно поступишь точно так же. Хотя, может быть, даже не заметишь за собой этого. Может быть, ты даже и поступаешь уже так же, не замечаешь за собой. Просто, жизнь потом показывает. Если ты этого не замечаешь за собой, то этот человек или еще раз повторит такое, или другой человек. В общем, ситуация будет повторяться до тех пор, пока ты не заметишь за собой, что ты действительно поступаешь точно так же. И вот первый признак осуждения сразу, как только вы кого-то увидели. Что делать, да, как изменить вот это вот мир, отношение свое к миру, взгляд, мировоззрение, оно меняется. Настройки меняем специально, да, вот пришло время, можно изменить настройки. Как только мы увидели в себе разделение, вот я вот так вот делаю, а она вот так не делает. Или вот он вот так вот, а я так никогда в жизни не сделаю. Это же там вот плохо, неприлично и так далее. Тут же хапоним. Все, тебя люблю, благодарю, милый человек, что ты мне это показал. Что так тоже можно. Что я тоже так могу делать. И, скорее всего, я тоже так же делаю, просто за собой не вижу. Люблю тебя, благодарю. Спасибо, что я это увидела. Все, теперь буду разбираться с собой. То есть ты можешь продолжать делать, как тебе угодно, как тебе нравится. А меня это уже не раздражает. Все, я развернулась к себе и начинаю разбираться с собой.
где я так делаю, зачем я так делаю, почему я это осуждаю, ну и так далее. Тут уже вопросы к себе. Вот таким вот образом мы благодаря Хо'опоннопоно выходим в нейтральное состояние. То есть у тебя уже нет внутри разделения на хорошо и плохо, хотя бы вот в данном конкретном случае, да, и ты уже объединился с этим человеком, принятие у тебя расширилось, ты понимаешь, что так вот тоже можно себя вести, это Божий промысел, ты не можешь им управлять, и ты все принял себя. Да, я тоже так могу, по идее, я тоже так могу. Ну, например, там самое элементарное. Ой, вот неприлично ругаться матом в обществе. Ну, кому прилично, кому неприлично. Кто-то может, кто-то не может. Если вы не можете, это же не значит, что это неприлично. Значит, это просто вы этого не можете. И все. Значит, вы какой-то особый смысл вкладываете в эти слова. Смысл этот основан на страхе, значит, на осуждении, опять же, на разделении. А если это просто слова, и они не имеют никакого для вас значения, ну, это просто слова, и все, и пошли дальше. И вы даже на них внимания обращать не будете. Даже можете их использовать в своей жизни, и это будет очень даже прилично, вовремя и конкретно. Или, например, ну вот был из последних комментариев там в Ютубе под видео, что вот та техника, которую я рассказываю, техника Хо'опоннопоно, которую я уже там больше чем 14 лет ей пользуюсь, и у меня особый взгляд на эту технику, и поэтому и канал так называется, как бы, и вот Хо'опоннопоно с Натальей Жалеечко, не просто Хо'опоннопоно, да, не просто там, а именно мой взгляд. Я же подчеркиваю, что это мой авторский взгляд на эту технику. Пишут: нет, вы вот не так делаете. Вопрос сразу ко мне, у самой себя. Где я так кому что указываю? Кому я указываю, что кто-то не так делает? Чаще всего это, естественно, близкие. Конечно же, мы же не замечаем, как мы близких муштруем, как надо правильно делать, как надо правильно, не знаю, суп варить, посуду мыть, ну и так далее. То есть вот даже в таких мелочах. Тут прилетело, а ты смотришь на себя в зеркало, и ты видишь себя, своих домашних, где ты указываешь, что что-то там они не так сделали. Все, тому человеку за комментарий люблю, благодарю. И пошли дальше. Я тоже так делаю, да, я имею право, могу так делать, могу неправильно делать, могу указывать. Выбора-то у нас нет. Наша задача просто начать замечать за собой, что ты вообще делаешь. Потому что большую часть жизни мы проживаем просто на автомате. Хотя думаем, что мы очень даже сознательно там что-то выбираем, как поступить, что сказать и так далее. На самом деле выбора нет, и ты живешь просто на этих автоматических программах, распакованных в детстве. И все. И вот только теперь более-менее мы начинаем осознавать, что именно я говорю, почему я это говорю. И то это происходит не в моменте, да, ты даже не успеваешь порой подумать, что там нужно сказать. Говоришь, слова вылетают быстрее, чем ты думаешь. А уже потом вот наблюдатель этот включается, и ты начинаешь анализировать, почему я так сказал, какая тут мне была выгода, что я от этого получил. Ну и вот так вот происходит осознание. То есть ты сознанием себя начинаешь себя понимать. И это не для того, чтобы там получить какие-то бонусы, там специально прийти к Богу, там вот как, или жизнь улучшить, качество жизни. Ничего, оно происходит просто так. С тобой может больше даже ничего не происходить. Никакие бонусы могут не прилетать, и никаких перемен в жизни не будет. Ничего, просто пришло время вот осознавать себя. И все. Никакой выгоды. Такое время. Вот как пришло нам время с вами совушку шить. Вот никакой выгоды, просто получаем удовольствие. Получится она, не получится, никто не знает. Как быстро она получится, что из этого выйдет, тоже никто не знает. Просто наслаждаемся процессом. И вот когда жизнь превращается в наслаждение,
от процесса, от жизни, как от танца. Ты просто ее танцуешь. Тебе не нужно танец дотанцевать до конца, быстро, 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 чтобы все закончилось. Это танец, ты им наслаждаешься. И в этом танце у тебя там меняются партнеры, какие-то кружат тебя, тут закружили, тут там тебе что-то показали, тут закружили, голова заболела от мыслей каких-то. То есть это вот такая жизнь. Ничего более. И когда вот осознание это приходит, что жизнь, она просто течет через тебя. Тебе не надо больше ничего достигать. Тебе не надо ставить какие-то там цели, тебе не надо планировать, тебе ничего больше этого уже не нужно. У тебя уже есть самое главное, ты живешь жизнь. И как она через себя живет, твое дело только наблюдать. Перестают иметь значение признание какое-то со стороны, награды, комплименты. В общем, вот все, что было важно для героя, мы это уже переросли, это уже не важно, не интересно. Если оно будет, хорошо, пусть будет. Нет, тоже не страшно. Ты уже осознаешь нечто гораздо большее, чем просто вот это вот что-то получить от жизни. Ты уже достаточно получил, все необходимое у тебя есть, только лишь для того, чтобы появилось время для наблюдения. В какой момент это приходит? У всех, конечно, по-разному. Есть молодые люди осознанные, настолько пришло это время. Есть люди постарше. На канале в основном-то возраст 45+, но есть и помоложе. И я могу сделать вывод такой, что к этому периоду подходят те люди, которые проиграли своего героя от начала и до конца. То есть выработан весь ресурс этого героя. Герой, который стремится отдавать, заслуживать благодарность, то есть меняет себя под кого-то, лишь бы только заслужить это спасибо. Как только этот герой отработал свое, начинается такая своеобразная пустыня, осознание, переоценка ценностей своих. И ты выходишь на первый план. И общество, и даже близкие, или там коллеги какие-то, они потихоньку начинают от тебя, так сказать, отваливаться, отсыпаться. Потому что интересы у вас уже разные. С ними уже неинтересно. Вы можете впадать в какие-то такие депрессии, апатии, что вам действительно уже неинтересно это достигаторство, которое интересно, может быть, еще коллегам на работе. А вам это уже грустно, скучно, неинтересно. Поэтому эта разность, она сразу чувствуется, и хочется сразу их осудить. Они там еще ничего не понимают, я-то уже такая просветленная, все понимаю, они ничего не поняли, жизни не знают и так далее. И хочется их быстрее научить, проучить, поучить и так далее. Оставьте их в покое. Тут происходит объединение с ними, что я тоже так же делала все это, но теперь мне неинтересно. Вам не интересно, а им интересно. Вот и все. Они учатся дальше, а вы пошли на отдых. То есть, с одной стороны, мы все очень одинаковые, как монетки, если перевернуть обратной стороной, то на всех монетках одинаковая картинка. Орел, да, герб. И все. И ты, если не знаешь номинала, то по размеру, по цвету, если ты их не знаешь, какие они, то все они, в принципе, выглядят одинаково. Одна картинка на всех монетках. А потом начинаешь переворачивать, и там получается какое-то отличие. Так и люди. Мы все с одной стороны все одинаковые, а с другой стороны у нас есть какой-то номинал, какое-то внутреннее наполнение. И оно у всех разное. И мы этим самым отличаемся друг от друга. Но и объединяемся тем, что мы все такие божьи монетки, которые выполняют какую-то свою
свою роль. И каждая монетка важна. И нет такого, что вот этот важный, а этот не важный. Каждый важен. Вот в божественной картине, в этом огромном божественном организме важна каждая клеточка. И каждая клеточка уникальна. У каждой клеточки заложен какой-то талант. И вот мы с вами как минимум попробуем вот пошить, потом можем повязать крючком или спицами, просто вот раскрывать свои таланты. Может, оно у вас заложено, а пришло время раскрыть. Может, это будет такое вот творчество для вас, отдушина, которое поможет что-то еще большее о себе узнать. Так, тем временем мы тут обшиваем шестиугольнички. Напоминаю, что мы шьем сову-косметичку. Сова-косметичка состоит из 26 шестиугольников и 4 ромбика. Ромбики в первом уроке мы там, когда вырезали, они у нас должны были сохраниться. Тоже их будем обшивать. Уголочки закладываем, чтобы они были остренькие. Потом эти ромбики проутюжим. Они будут держать форму. Бумагу вытянем в последний момент. Сначала все это сошьем в единый организм, а потом уже будем доставать бумагу. Я помню, вот Хаопонопона как-то очень ярко вошло в мою жизнь. И вот был такой момент у меня, когда было большое разделение у меня внутри, и настолько оно было большое, что мне пришлось уехать из семьи, снять квартиру. И, соответственно, мои там старшие сестры звонили мне, осуждали. Опять же, так нельзя делать, подумай там о детях, и так далее. И вот очень яркий, я его вот помню до сих пор, этот момент. Старшая сестра мне позвонила, мы там что-то с ней поговорили, и я положила трубку и стала хаопонить, что вот прям так мне это осознание ярко врезалось в голову, что я действительно поняла, насколько, с одной стороны, я одна, а с другой стороны, я не одна. За меня вот столько людей переживает, столько вот, включились в мою судьбу столько людей. То есть, вот оно произошло, объединение какое-то. Я так ее от души вот хаопонила, люблю, благодарю, моя дорогая, что ты мне это показала. Наверное, в тот момент раскрылось именно не просто 4 фразы, то есть конкретно я поняла, за что я ей благодарна, почему я ее люблю. Что если раньше, это самая старшая сестра, у нас разница в 15 лет, и мы не были так сильно близки, она уже взрослая, и жила своей жизнью, я своей и так далее. А тут прямо настолько это было четкое объединение с ней. И говорили мы с ней по-взрослому, и относилась она ко мне по-взрослому. Прям так я это осознала. И возможно, с тех пор это Хаопонопона, оно и работает у меня иначе, чем вы привыкли, может быть, или вы слышали, что там просто 4 фразы, произноси там по 108 раз и все. Гораздо эффективнее, что ли, может быть, или как-то по-другому ты это осознание до тебя доходит, что ты один организм, что если плохо тебе, то обязательно будет плохо тому, кто рядом. Вы даже, может быть, сами замечали это. Допустим, у вас плохое настроение, или там что-то вам болит, и дома уже, дети уже там потише себя ведут, например. Уже к вам меньше претензий, уже к вам меньше и внимания тоже, да, и хотят потише себя вести дети, чтобы вы там отдохнули.
Вы веселитесь, и все веселятся. То есть мы действительно вот этот огромный большой организм взаимосвязанный. И вот тот первый момент, когда я это поняла, был для меня большим-большим осознанием. И, собственно, тогда вот, пока я на квартире жила 7 месяцев, все эти знания, они быстро-быстро распаковались. Было такое, что, ну, ночью я просыпаюсь от каких-то там мыслей, или там сон приснился какой-то, под кроватью лежала тетрадка, ручка, и быстро-быстро это все записывала, и что-то у меня там в голове происходило. Так что, ну, опять же, это у каждого свой путь, у каждого своя распаковка. Бог проведет вас тем путем, каким прописано, каким уже выбрано. Ничего тут лишнего не получится. Если эта информация помогает вам себя узнать лучше, ну и замечательно. Нет, тоже хорошо. Мы никому никто ничего не должен. Если не заходит, если хочется спорить, если нет доверия тому, что я говорю, ну, так просто надо идти дальше, не зацикливаться на том и не переделывать того учителя или там того человека, с которым у вас не сходятся ваши мнения. Просто надо найти того, с кем будет совпадать, с кем будет резонировать, отзываться. То есть информация же она внутри заложена, она просто должна распаковаться. А чтобы чтобы она смогла распаковаться, нужен какой-то распаковщик, как вот разархиватор, как файлы в компьютере разархивируют. То есть есть архив, и нужна специальная программа. И если эта программа не подходит, то ваши файлы, конечно же, не распакуются. Поэтому нужен кто-то, кто эти файлы распакует. А как это происходит? Это когда вот ты что-то читаешь или что-то знаешь, и ты такой: точно, да, вот попалась информация, и вы прямо вот, да, аж визжишь от радости. Да, я это знаю. Не то, что я там это узнал, а я это знаю. То есть вот они, файлы распаковались. А если приходится спорить и доказывать свое, и там вы видите, что что-то неправильно делает, ну, он делает правильно, просто вы это еще не принимаете. Вот и всё. Поэтому ищем до тех пор того учителя, пока файлы эти не распакуются. У меня, часто этот вопрос, кто меня учил, где я училась, кто мой учитель. У меня не было конкретного учителя. Вот я же говорю, что это было какое-то, изнутри осознание, благодаря каким-то вот событиям, ситуациям, далеко не радужным ситуациям. Такие были, разделяющим ситуациям, одиночество. Были книжки, конечно, которые, как капельки капали одна за другой. Но конкретного, чтобы я у кого-то училась и переняла, этого нет. Книги, 3 книги, которые на меня тогда особое влияние имели. Это Дубковский «Нектар для души». Это был какой-то, наверное, 12-й год или 13-й. 12-й, наверно. Да, 12-й это был переход, там как раз вот этот вот в неизвестность, 2012 год, декабрь. И вот эту книжку я тогда читала, причем, она тоже не сразу мне зашла. Человек, который мне его предлагал, очень, прям вот отторжение у меня было и от книжки, от этого человека. А потом тоже, пришло время, другой человек предложил эту книжку, и она мне так прям зашла. И там я прочитала про возраст души, как он бывает разный, все понятно стало. Книжка Джо Витали «Жизнь без ограничений». Естественно, вот она, они как бы вот где-то там в одно время они гуляли вокруг меня. И тоже одна вот про Хо'опоннопона очень зашла тогда вот и добавилось, что мы вот все едины, просто разный возраст души, и поэтому все,
ведут себя по-разному. И поэтому им можно сказать «люблю, благодарю», что ты просто находишься в моем поле. И книги Волш Нил Дональд «Беседа с Богом». Сначала это был фильм о книге, я ее фильм посмотрела, а потом попалась книга. Первая часть, я даже больше не читала, именно первая часть. Ну, там и текст такой интересный, хороший, и сам процесс, как он с Богом разговаривал. То, что вот он почувствовал вот эту вот непреодолимую силу, как будто бы ему там кто-то вот что-то надиктовывал. И вот эти ответы изнутри, когда идут. Вот эта вот беседа с Богом, она как раз-таки и, ну, и на меня повлияла, что я поняла, что это вот оно действительно, это ты не сам с собой как будто, ну, вроде ты сам с собой разговариваешь, но это не кто-то тебе там нашептывает там какие-то ответы, не какие-то высшие силы, да, темные, светлые, а эти ответы действительно распаковываются у тебя изнутри. И ты уже их знаешь, а просто пришло время их открыть. Ну, как правило, такие ответы, конечно же, приходят не тогда, когда ты герой, когда ты скачешь, когда тебе некогда, когда ты закрываешь какие-то базовые потребности, мечтаешь о богатой жизни, добиваешься, ставишь цели и так далее. Конечно, в это время ответы не приходят. Ответы приходят тогда, когда ты успокаиваешься, когда это вот, повторюсь, силы эти заканчиваются героические. Приходит время просто для разговора с собой. В Библии это аналог того, как Иисус уходил в пустыню. В пустыне ты один на один с собой, там нет никого. Ты готов к любому развитию событий. Да? Ну вот представьте, человек уходит в пустыню. Там нет ничего, ни воды, ни еды, ничего. То есть ты идешь сознательно на физическую смерть, грубо говоря. Да? Ты же не знаешь, как там развернуться события, кто там тебе встретится, какие шакалы или еще там кто. Или песчаная буря, и ты там оттуда не вернешься. То есть ты сознательно уходишь из этой активной жизни. Она не доставляет тебе удовольствия. Ты уже, ну, неинтересно уже. Все кончилось, силы кончились, интерес закончился. Тебе перестает интересовать вообще вот эта вот мирская жизнь, достигаторская. Тебе все это уже безразлично, неинтересно. И ты готов встретиться с Богом. И ты, ну, образно уходишь в пустыню, но в жизни это происходит так, что ты просто теряешь все эти связи с родственниками, общие интересы и так далее. Ты отделяешься от общества, но при этом соединяешься с ним. Вот как бы такой вот загадка природы. Вроде как ты не с ними, но жизнь заставляет тебя переосмыслить все прожитое время. И ты понимаешь, насколько ты был единым организмом. И тогда им, конечно же, люблю, благодарю. Простите, что я думала, что я какая-то не такая, что я другая, что вот вам приходилось мне подыгрывать в разных ситуациях. И ты с ними объединяешься. Но для этого нужно побыть одному, отсоединенным от питания вот этого общественного. И там ты встречаешься вот с этим Богом, который показывает тебе единый организм. И там происходит искушение. Да, вот как дьявол Иисуса искушал в пустыне, он говорил, ну, то есть человек, который прошел все, вот эту героическую свою жизнь прожил, он знает, что он может добиться чего угодно. Он знает, что он может повлиять на кого угодно. Он может манипулировать кем угодно и так далее. И это вот искушения, они, ну, появляются, да, мысли, в виде мыслей. Не кто-то там, какой-то дьявол, да, а мысли тебе прилетают такие, что ну вот смотри, ну вот что ты вот сидишь, ну ты же умеешь вот это и вот это. Ты же можешь там вот заработать вот это и вот это. Ты же можешь, у тебя есть власть, ты же можешь найти работу там какую-нибудь такую суперскую работу, и ты будешь весь в шоколаде. И вот это искушение. Либо ты начинаешь разбираться с собой, продолжаешь с Богом знакомиться, либо поддаешься на это искушение.
Но если действительно вот ты в пустыне и уже настолько сил нет и настолько все пусто внутри, что и искушения, как бы тоже у них выбора нет. Что, ну, вы можете, конечно, мысли прилетать, искушать, но сил на это все у меня уже нет. Поэтому и смысла в этих искушениях тоже нет. Лучше я останусь один на один с Богом, ничего мне не надо. Ну, как правило, базовые потребности закрыты, ты уже не думаешь о деньгах. Даже если придется пойти там на какую-то работу, то эта работа самая простая, не амбициозная никакая. Вот просто лишь бы закрывать там счета свои, оплачивать. А все остальное у тебя остается время для подумать, для знакомства с тем, что у тебя, кто или что у тебя внутри. Вот, тем временем у нас прошло 35 минут. Как раз дошьем сегодня квадратики. И завтра, тогда уже в следующий раз начнем сшивать их. Значит, напомню, что для совушки нужен будет еще внутренняя часть подкладочная и какая-нибудь такая прослойка, ну, типа синтепона, там, не знаю, или что-то такое плотненькое, может, какой-то платок, теплый шарф, свитер, кусочек, чтобы прошить вот эти вот тоненькие тканюшки, чтобы они держали форму. Что-нибудь плотненькое внутрь. И для подкладочки тоже тканюшка какая-то нужна. Там, типа 50 на 50 квадратик. Я где-то записывала, в прошлом видео говорила. Ну, в общем, небольшие формы. Мы потом вырежем это по размеру. Косметичка где-то получится там около, может, там 20 на 20. Это так. Размер. Объемненькая, донышко будет объемненькое. С глазками, с клювиком. Для глазок пуговички. Для клювика, тоже либо кусочек темной ткани плотной. В принципе, любой. Можно на картон наклеить ее и все. Или кусочек кожи там, что найдется. Тут уже фантазия ваша как сработает. Это уже эксклюзив. Доверьтесь своей душе. Пусть она творит то, что видит, как хочет. Вообще процесс творения, вроде ты видишь, допустим, вот я как делаю, да, там идею какую-то поймала, и все, и дальше, а вот здесь вот сделаем так, а вот здесь вот сделаем так, а здесь вот так. В общем, это такой увлекательный процесс, что просто невозможно оторваться. Ребенок внутренне ликует, когда он фантазирует. И потом, результат, как правило, нравится. Если вот не включать мозги и по правилам я там делаю или без правил, как это? А просто делаешь, потому что тебе нравится. И результат, естественно, тоже понравится. Что бы мы ни делали вот в творчестве, творчество, оно, наверное, тем и ценится, что это не ремесло, которым ты деньги зарабатываешь, да, а ты просто творишь. Там, где ремесло, там уже пойдет какой-то конвейер. Все равно же ты там что-то будешь одинаковое шить, что если ты на продажу. Там сразу одинаковых 10 тех же косметичек или больше, или еще что-то. А вот это вот творение, когда в одном экземпляре, эксклюзив такой, это просто вообще такое удовольствие. По крайней мере, для меня. Надеюсь, что вам это тоже передастся. Так, чуть-чуть уже осталось. Дошьем сегодня. Так, это... Еще вот я вспомнила сейчас про книжку. Есть такая книжка Стивен Шапира, почти фамилия, как у меня.
А, Жизнь без цели. Тоже вот когда-то она мне попалась, не знаю, сейчас ее давно не встречала, ну, может, где-то в интернете есть. Жизнь без цели — это когда ты реально вот эту жизнь наблюдаешь. То состояние, в котором ты ее наблюдаешь, оно, ну, нет цели вот специально, вот пойду сегодня наблюдать. Это состояние, оно какое-то, ну, приобретенное. Ты в нем уже начинаешь жить постоянно. Может, это как-то автоматически тренируется, может быть, я не знаю, как это появляется, но вот это состояние наблюдателя, жизнь без цели — это кайф. Ты, наконец, становишься свободным. И вот тогда меня эта книжка тоже очень впечатлила. Я помню, там своим коллегам еще, ну, в Oriflame работала. Говорю: ой, вот такая книжка «Жизнь без цели». Они там все такие целенаправленные, устремленные. Да ты что? Тебя будет там как щепку в океане шмотать от берега к берегу. И надо цель ставить, надо достигать, надо мечтать, ну и так далее. Ну, в общем, вот с того момента мы и все, и пошли по разные стороны. Потому что, ну, гораздо интереснее, когда тебя, м, как ту щепку от берега к берегу, ты что-то другое, новое узнаешь. А когда ты зациклен на целях своих, ты очень ограничен своими целями. Ты прешь как танк и не видишь ничего вокруг себя. А если цель не сбывается, то ты еще и мотивацию теряешь, и смысл жизни и так далее. А так, ну, прибило к этому берегу, интересно, посмотрим здесь. Прибило на этот остров, круто, посмотрим, что здесь. Выявляется интерес и свобода. Ты не привязан ни к каким своим целям. Так что сплошные плюсы от, от этого образа жизни. Опять же, он специально не делается. Это, наверное, как бонус за то, что ты своего героя прожил от начала и до конца, за то, что ты достигал, получал, мечтал и так далее. И вот эта вот сила героя закончилась просто. Ну, грубо говоря, герой на пенсии. Поэтому у тебя есть время для наблюдения, отдыха, творчества. Ты уже больше никому ничего не должен. Очень гармоничные наступают отношения в семье, когда никто никому ничего не должен. Получаются просто партнерские отношения. Интересно разговаривать друг с другом. Все становится абсолютно другим и, ну, интересным. Ключевое слово интересно. Тебе жизнь начинает нравиться. Так, интересно, что же у нас получится? Да, вы обязательно в комментариях или где бы вы ни нашли это видео, выставляете свои фотографии с полученным результатом. Это будет наш бонус за творение. И очень интересно, что из этого получится. Какие будут разные совы. Как, может быть, кто-то захочет сделать другого размера, побольше, поменьше. Ну, это очень интересно. Как вот один шаблон работает у всех по-разному. Это как один рецепт, да? Вот вроде один рецепт найдешь там где-нибудь в интернете, а, а все по-разному. Или у мамы, я помню, блины спрашивала, как печь. Спросила рецепт, она все вот мне рассказала, что, как добавить, как делать. У нее блины вкусные, у меня невкусные. Ну вот как такое может быть? Как в анекдоте. Мама, как у тебя получаются такие вкусные блины? Ну вот надо там стакан кефира, 2 яйца, соль, сахар, мука. Мгм. И что еще? И 20 лет у плиты. Ну вот. Конечно, опыт сказывается, конечно, ты уже знаешь там какие-то секретики, душу свою уже вкладываешь туда. А когда первый раз, да, делаешь, ну и вот, видимо, от того, что страх, может быть, преобладает,
что-то, какого-то компонента не хватает в этой вкусноте. Но тем не менее, опыт приобретается. Это не то, что мы всегда носим с собой. Мы сюда специально прилетели за опытом, за новым, разным. Поэтому, что бы то ни было, получаем с удовольствием новый опыт. Так, ну хорошо. Значит, 45 минут прошло. Значит, вот эти вот ромбики я уже дошью тогда сама. Хотя, что нам? Продолжим. Проутюжу их сама. Значит, к следующему уроку дошивайте и проутюжьте все эти прям по бумаге свои шестиугольнички. И по выкройке будем их сшивать уже в следующем уроке. Так, сейчас ромбики дошью. И будет все. Так, значит, 26 шестиугольничков и 4 ромбика. Ромбики, как раз вот мы их вырезали вместе с шестиугольниками, они были между шестиугольничками. Так, вот 4 ромбика. То же самое, та же самая схема. Точно так же. На сантиметр больше загибаем уголочки. Они вот тут вот будут как бы торчать. Тогда мы их можем вот дважды заложить. Вот тогда будет удобнее. Раз, вот так, этот уголок. И вот так. Тогда будет он ровненький. Если утолщение, ну, можно их немножко обрезать, уголки эти. Ну, в принципе, не важно. Значит, еще раз. Вот так вот. Как платочек. И закладываем. Перешиваем. Очень красивые аппликации из таких делают. Вот с ромбиками, с цветами. Прям, если нашить их на ткань какую-то, будет красивый цветок такой. И получается, ну, хоть подушки, хоть сумки, хоть что угодно. Гамму, если подобрать, соответственно, то вообще будет очень красиво. Все, вот такие вот ромбики нам понадобятся. Если что-то там где-то вот отгибается, ничего страшного, это утюжком все проедется, пришьется. Все как надо. Там, где тупой угол, там хорошо закладывается. Там, где острый, можно немножко подстричь его.
совсем у меня криво. Так, ну ладно, не буду я вас задерживать больше. В общем, дошиваем все это, проутюживаем и встречаемся в следующий раз. Все, мои дорогие, обнимаю вас. Скоро увидимся.